ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε εισάσου την προσευχή εν όψη την ελεημεν διαλυθία σου, εισάκους όλων εν την δικαιοσύνη, και μη σε έφεσης κρίση μετά του δούλου σου, ότι μου δικαιωθείς εν ενώπιον σου πάσων, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρός, και η κηδίασεν επ' εμέ το βλέπον, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εμάς τους έργους, εν διήμας μου αρχαιών των μελέτων. Διεπέτασα προς έτας κύρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννηδρος. Τα νύχτα μου, Κύριε, εξέλιξε το Θεός μου, μία προσθέτω, αγάπη μου, και ομοιώσεις του έτος Стихи у меня на понтийском диалекте. Это есть импровизация, сочинение на ходу. Это то же самое, что и казахский айтыс, когда два акына садятся и один с другим сочиняют песни. У нас, у греков, это тоже было. Наши отцы тоже вот так на свадьбах играли и сталкивались один с другим и пели, кто кого перепоет. Именно на ходу сочиняли куплеты, частушки. Это было и у нас с братом. Говорится о том, что дед мой родился в Карской губернии, район, как назывался Кёля, от турецкого слова Кёл, это родник. Когда приехали на Кубань, ему было 15 лет. В 18 году, когда передали туркам Карс, бежали оттуда греки, севернее, приехали на Кубань. В Кубани был выслан в Казахстан. Когда спросили прадеда, откуда вы, сказали, с Кёли. Отсюда пошла кличка Кёлели. Дед подрос, братья его подросли, тоже Кёлели. Кличка перешла это и к нам уже правнук. И это даже я отметил в своих стихах.
Эмем балене кёлели. Говорится о том, что горы карские эти остались пустые, без греков. И последний куплет, то, что и меня зовут Кёлели, и я Кёлели, несмотря на то, что я родился далеко от родины моего прадеда. Только горы эти молчаливо видят греков, переселенцев, и остаются на месте в строгом молчании. Меня Виктория, а Пупуиса. Имя то Казахстан. Пуйна то Казахстан. То Казахстан есть Россия. Тисы. Имя Лиза. Тикания зон. Тикания или не зон? Тикания. 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 Калавка есть. А Попьяпу. А Путин. А Путин Алмате. Хорошо. В общем-то, любой человек живет и прошлым, и будущим. Ностальгия — это тогда, когда ты уже где-то был. Мы на родине предков никогда и не были раньше. Это не ностальгия, это сны, мечты. В общем-то, мы не по своей воле оказались в Средней Азии. Половина нас попала сюда, половина не доехала с этих вагонов. Некоторые люди доехали, половина вагонов поумерли от голода. Дорогие дети, сегодня мы хотим вам предложить нарисовать нашу историю, историю нашего народа, нарисовать Грецию, вашу прародину. Как вы себе ее представляете? Или, может быть, какой вы ее видели во сне? А также Понт, где рождены ваши прадеды, Россию, откуда родом ваши деды, и Казахстан, где рождены ваши отцы и вы. Мои бабушка и дедушка раньше жили на Кавказе, потом их выслали в Алматинский табаксовхоз. Недавно мы отмечали их золотую свадьбу. Слава Богу, Бог нам дал столько жизни, здоровья, что мы дожили 50-летие совместной жизни. Ты мою фотографию там видела в газете, влюбилась и рванула сюда. Семью все оставила. Тебе в списках не было, ты что? Ты честно рассказываешь. Я свое прошлое никогда хаять не буду. Трудно было. Вот как она говорит, одни брюки на троих братьев. Нас выслали сюда, разгрузили на первых Алматах. У вас вид на жительство было? Да, вид на жительство, эллинское и вид на жительство. Нас выслали сюда. С совхоза приехали, нас забрали сюда, и на табаках мы работали. Днем работаем, кушаем болтушку с клеверных семян, клянусь, по пол-литра давали на человека. И работали на скирдовке. А вечером, дорогой, до утра танцевали.